Избирательная кампания по дополнительным выборам в Госсовет в целом проходит спокойно. В курирующем ведомстве отмечают пока низкую активность кандидатов и их избирательных штабов. Агитация в дачный и отпускной период менее эффективна. По 5 одномандатным избирательным округам – Академическому, Северному, Печорскому, Приполярному и Райольскому – всего зарегистрировано 23 кандидата. 28 кандидатов выдвигалось, фактически 23 прошли процедуру регистрации. Один кандидат снялся до, скажем так, решения вопроса о его регистрации. И 4 кандидатам отказано в регистрации. 2 из них не представили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации. И 2, к сожалению, допустили ошибки при сборе подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. То есть были забракованы подписи и, соответственно, они больше не участвуют в избирательном процессе. Все зарегистрированные кандидаты в депутаты Госсовета Коми выдвинуты региональными отделениями политических партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Родиной» и «Коммунистами России». Проголосовать за того или иного кандидата можно по открепительным удостоверениям на любом избирательном участке в пределах округа. Для того, чтобы получить открепительное удостоверение, надо прийти в территориальную избирательную комиссию, либо в участковую избирательную комиссию. И для того, чтобы выбрать комиссию, необходимо понимать по срокам. Вот сейчас, в течение 3 недель, до 28 августа, получить открепительное удостоверение можно в своей территориальной избирательной комиссии, то есть своего города либо района. А с 29 августа получить открепительное удостоверение можно в своей участковой избирательной комиссии. В Воркуте на 19 избирательных участках установят высокотехнологичные комплексы электронного голосования. Избиратели смогут сделать выбор и отметить нужного кандидата на специальном сенсорном экране. Результаты выборов подсчитает машина. Автоматизируют и 18 точек в Сыктывкаре. Здесь 9 сентября начнут работу комплексы обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, на 100 избирательных участках применят технологию изготовления протоколов с QR-кодом. Это ускорит ввод данных и позволит исключить ошибки. Часто раньше в средствах массовой информации говорили о том, что искажаются данные по пути. То есть якобы на участке были одни данные в протоколе, а когда уже увидели в системе ГАЗ-выборы другие данные протоколов. Вот опять же эта технология, она исключает данный момент. В единый день голосования, помимо довыборов в Госсовет, также пройдут и дополнительные выборы муниципального уровня. Кроме того, в полном составе Совета изберут в Троицко-Печорске, Карткировском районе, а именно в селах Богородск, Керес и Подтыбок. Последним жители определятся и с главой муниципального образования. Алексей Корчма, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.